земляки Михаила Ефимовича, дорогие участники торжественного заседания, разрешите обратиться к Михаилу Ефимовичу. Глубоко уважаемый Михаил Ефимович, мы с большим почтением от имени Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия поздравляем вас с 85-летием. Эта знаменательная дата символизирует собой гармоничное сочетание дальновидности и решительности действий, общепризнанной мудрости и богатого жизненного управленческого опыта. Все лучшее, что есть сегодня в Республике Саха-Якутия, связано с вашим именем и достигнуто благодаря вашей принципиальной, очень ответственной позиции. В годы вашего президентства были самые трудные годы, годы становления рыночной экономики и кризиса по всей стране и в мире. Именно ваша многогранная деятельность на этом посту, вы ведь всегда были первыми во всем. И эта деятельность на сегодня фундамент, основа современных успехов Якутии, республики, которая отличается эффективным взаимодействием с федеральным центром, продуманной стратегией экономики, социальной и межэтнической стабильностью. Вы, глубоко уважаемый Михаил Ефимович, стояли у истоков парламентаризма, его становления. Именно вы стали соавтором Конституции Российской Федерации. Именно благодаря вам была принята Конституция нашей республики и многое-многое другое. Вы, будучи депутатом 4 созывов Верховного Совета, его председателем, были избраны 2 раза. Многое сделали именно в становлении государственности республики. Вы всегда отличались, будучи депутатом, с твердыми убеждениями, и мы сегодня прислушиваемся, безусловно, вашего мнения, ваших мудрых советов и учимся у вас гражданскому мужеству, терпению и взвешенности решений. И сегодня мы хотим вас поблагодарить за то, что именно в эпоху вашего руководства нашей республики был достигнут абсолютно исторический триумф Якутии. Мы хотим в этот день подчеркнуть о том, что у вас было самое ценное, как у политика, государственного деятеля. Это безусловное уважение, искренняя любовь, поддержка населения, огромный авторитет в мировом сообществе. Глубоко уважаемый Михаил Ефимович, мы желаем вам сил, бодрости, оптимизма, которые всегда отличали вас. Пусть тепло и поддержка семьи, верных соратников, надежных друзей окрыляют вас на творческие силы и новые вдохновения. Сегодня председатель парламента находится в командировке в Москве, и от имени вас обязательно лично сам вручит наш приветственный адрес. Спасибо.